В течение этого месяца Комитет экологии и природных ресурсов проводит по всей республике субботники. Это своего рода подготовительный этап к масштабному мероприятию, которое запланировано на День реки Сунжа. Его отметят 28 августа. Проведут масштабный экосубботник, в котором примут участие министр природных ресурсов России и глава региона. Экологи призывают всех жителей присоединиться к общереспубликанской акции и внести свою лепту в защиту окружающей среды. Репортаж Амины Боковой. Сделаем наши любимые водоемы и их берега чистыми. С таким призывом всероссийская акция «Вода России» ежегодно объединяет сотни тысяч волонтеров по всей стране. Вот и сегодня на очистку пруда в Сунже вышли десятки неравнодушных жителей. Экологи, работники госучреждений и добровольцы, которые хотят видеть свой город чистым и красивым, убирают скопившийся мусор, срубают сухие деревья и красят здоровые. Ибрагим Евлоев так сразу и не вспомнит, какой это по счету субботник. Уже 4 месяца подряд он не пропускает ни одну акцию. Ведь таким образом мы заботимся в первую очередь о своем здоровье и о родной республике, считает Ибрагим. Я лично срезаю сухие деревья, чтобы выглядело, как полагается. А так мы полностью скосили круг пруда. Вид уже изменился, вид хороший. В данное время у нас тут полный порядок, мусор убран, собран. Третий субботник на территории города Сунжа уже проводится. С 9 утра уже трудится администрация города Сунжа, подведомственная организация, Горфинорган. Также городской совет депутатов. Мы видим, это городской пруд. Сконцентрировано у нас где река у нас Сунжа, где определены места, эти мосты у нас. Также у нас есть территория, даже стадион Дьякова, то есть прилегающая, получается, к пруду. Пожалуй, лучшего дня для субботника за весь то жаркий, то дождливый август в республике еще не было. Правда, вот мусора на территории пруда участники акции так и не нашли. Уже давно здесь нет ни пластиковых бутылок, ни пакетов и других бытовых отходов. Впрочем, это и не удивительно. Только с апреля экологами проведено более 100 субботников. А последние 2 года Ингушетия уверенно занимает первые места в акции «Вода России», в рамках которой в 2017 году были расчищены берега 20 рек, а также собрано 205 тонн мусора и строительных отходов. В этом году планы не менее грандиозные. Провели как минимум 20 субботников, если не больше, в рамках акции «Вода России». Но это если говорить о масштабных субботниках по всей территории республики. А так отдельно в отдельных муниципальных образованиях, не там общереспубликанских, проведено довольно-таки много субботников. Каждую практически неделю они проводились с апреля месяца. В этом месяце у нас запланировано 4 субботника сразу в 4 дня. Экосубботник проходит сразу в 2 населенных пунктах республики – Карабулаке и Сунже. Впрочем, работа на территории пруда требует больше внимания и ответственности. Ведь уже 28 августа здесь отметят новый экологический праздник – День реки Сунжи. Почетным гостем мероприятия станет министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. По той площадке полностью у нас будут установлены шатры для угощения всех желающих. Будем готовить там плов, мясо, котлы, все будет прекрасно. И с той стороны у нас будут стоять уже индивидуальные предприниматели, там будут у нас уже шашлыки, то, что любят люди, дополнительно по питанию. Далее, вот площадка метров 100 отсюда, есть такое поле среди деревьев, там будет площадка для детей, там будут установлены батуты, будет установлен надувной домик, там вокруг этой площадки будет у нас, скажем так, курсировать такой детский поезд. Также гостей ждут велогонки, стрельба из лука, гребля на лодках. В общем, субботник нового поколения. И приглашают на него, кстати, тоже в духе времени. В преддверии праздника Комитет экологии проводит еще одну акцию «За чистую Сунжу», но уже в соцсетях. Для этого нужно записать короткий видеоролик или опубликовать небольшой текст с фотографиями на экологическую тематику, с хэштегами «За чистую Сунжу» и «Вода России». Самые активные получат призы из рук главы республики и министра природных ресурсов и экологии России в День реки Сунжа. Амина Бокова, Султан Булгучев, Новости 24.